Здравствуйте, друзья! Очищение или детоксикация организма. Детоксикация организма нужно привести в порядок или запустить такие выделительные системы, как мочеточник почки, кожа, легкий, кишечник. И, конечно, голодание имеет очень важное место в очищении организма человека. Пользуясь случаем, я хотел бы призвать своих коллег-врачей или вообще тех, которые хотят вылечиться, выздороветь. Нельзя лечиться, пока не очистив организм человека. Клетки организма, они умирают, появляются новые клетки. И отработанные клетки, это отработанные углеводы, белки, должны выводиться. Собираясь в организме, они и создают болезнь. Вспоминается случай. В детстве моем мною любимая собака заболела. Он принимал от меня, кушал хлеб, а когда болеет, даже не кушал мясо. Через определенное время она выздоровела, побежала. И тут-то как раз-то и создается вопрос, почему мы, люди-человеки, люди от природы как животные, созданы как животные, не считая наш разум. И больной человек, когда заболел, пропадает аппетит, не хочет кушать. И человек голоданием тоже выздоравливает. Это от природы. Или генетика человека. Допустим, коллатеральное кровообращение. Это дополнительный резерв кровообращения к какому-то органу, не поступая кровь, срабатывает запас, резерв. Коллатеральное кровообращение, допустим, сердце, не срабатывая это коллатеральное кровообращение, человек заболевает, это ишемия, инфаркт. Вот так же в организме очищения резерв у человека – это голодание, аутофагия. Йосинари Асуми, это японский ученый, в своем исследовании «Теория однодневного голодания» он получил за это Нобелевскую премию. Но тут-то он как раз и доказал, что голодание человека приводит к аутофагию. Аутолиз – это сам фагия поедания, то есть живые клетки пожирают или съедают мертвые клетки, отработанные клетки. И как раз-то здесь происходит очищение. Поеданием аутофагии клетки дольше живут, и тут-то как раз-то и появляется вообще энергия, запасная энергия в человеке. Ученые предлагают следующие виды голодания. 24 часа голодания. Голодание по дням, то есть какие-то дни калории, какие-то дни без калорий. 3-1, то есть если 3 раза питаться, отнять 1-2 раза в день. Голодание на воде или же интервальное голодание. Интервальное – это 8/16. 8 часов пищи, а 16 голодать. Вообще очищение методом голодания, оно из поколений издревле. Все пророки голодали, то есть держали пост. Каждый через день поститься – это пост Дауда, пророка, и он считался самым лучшим. Человек за 8 часов полностью усваивается пища, и потребность появляется в пище. И тут-то, когда не поступает какая-либо пища, организм срабатывает вот этот резерв. И тут-то здоровые клетки начинают поедать мертвые клетки. 8/16. Что это вам говорит? Это пост. Как раз-то вот месяц прошел, представляете, все мусульмане целый месяц держали пост, голодание и очистились. Очищение организма человека. Я бы призвал ментальному голоданию. То есть
подготовиться к этому голоданию. Это проблематично, конечно. Нужно подготовиться психологически, снять страх, волнение и, конечно, иметь очень большое терпение. Я бы призвал даже поклясться, потому что это здоровье. Давайте побеспокоимся за собственное здоровье, поклянемся и возьмемся, подойдем ментально и, голодая, очистим организм. То есть сами себя мы вылечим. Здоровья вам, до свидания.